Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня вся наша страна отмечает 22-ю годовщину победы в Отечественной войне народа Абхазии. 22 года назад закончилась самая кровопролитная в истории абхазского народа война. Война, которая унесла тысячи жизней наших братьев, сестер, дочерей, сынов. Вечная слава и вечная память героям, сложившим свои головы за свободу Абхазии. Президент Рауль Хаджимба поздравил народ Абхазии с Днем независимости. Несмотря на все жертвы и лишения, через которые прошел наш народ, мы счастливое поколение, потому что впервые за долгие годы имеем возможность строить собственное государство. Нам есть на что опереться для того, чтобы строить достойное будущее для нашего народа. Для уверенного движения к общенациональным целям нам необходимо объединить усилия. Убежден, что у нас в обществе нет таких разногласий, которые бы препятствовали совместной работе на благо нашего народа. Дорогие соотечественники, от всей души поздравляю вас с великим праздником. Желаю мира и счастья в каждом доме, процветания нашей священной родине. Да здравствует свободная Абхазия и наш мужественный и трудолюбивый народ, говорится в частности в поздравлении президента. Праздничные мероприятия прошли по всей стране. Встречались ветераны, возлагали цветы к могилам павших друзей. Посещали места боевой славы и вспоминали эпизоды войны. Наши корреспонденты работали на всех площадках в разных районах страны. Предлагаем вашему вниманию подготовленные ими репортажи. Мы находимся в парке боевой славы столицы. Все основные мероприятия по празднованию Дня Победы в Сухуми начинаются с возложения цветов у мемориала погибших воинов. Сегодня сотни людей пришли сюда, чтобы почтить память тех, кто подарил нам свободу. Нескончаемым потоком люди шли к мемориалу погибших героев. Ветераны, представители организаций и движений, гости из различных стран, общественность и те, кому не безразлична наша история. أدقل ينمي سيشي وخمتك حري حمتن يحخلب سخو خلحنتا شحاتو ينرحو بسلر دوني قطبا نانت حزشان أبس نتيجة أبس ورجلو ورتز يدرانو. Рядом с ветеранами и матерями погибших первые лица государства, президент Рауль Хаджимба, вице-президент Виталий Габния, спикер парламента Валерий Бганба, премьер-министр Артур Микваби и чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Семен Григорьев. Я Хагажеева Светлана, у меня на войне погиб брат. 21 год ему. Мы желаем абхазскому народу, чтобы не было никогда войны, и чтобы на этой земле всегда воцарился мир. Тенгизов Борис, мой сын, я Тамара Тенгизова. Поздравить хочу весь абхазский народ во главе с вашим президентом, на которого мы очень его любим. С детьми нашими он воевал, мы понаслышке его знаем. День Победы всегда вызывает смешанные чувства. С одной стороны, грусть по дорогим людям, которых унесла война, а с другой – радость обретения долгожданной свободы. Это очень трогательный день и в то же время очень радостный для нас, потому что мы одержали такую большую победу. Для нашего народа, столь немногочисленного, те потери, которые мы понесли, очень много значат. Своих детей я воспитываю в духе патриотизма. Они должны знать, помнить, чтить. Сегодня я поздравляю всех жителей Абхазии с этим замечательным праздником, чтобы никогда не было войны. Для 18-летнего Руслана Абаева этот день особенный. Сын героя Абхазии Аслана Абаева родился через 4 года после войны. Его отец, оставив свою родину Кабардино-Балкарию, приехал в 1992 году добровольцем в нашу страну. Он первым водрузил абхазский флаг на здании Совмина после освобождения столицы. С тех пор для семьи Абаевых Абхазия стала родным домом. Он приехал сюда во время войны с своим старшим братом Русланом, который здесь при освобождении Мирковой погиб. И в честь него назван был я. И отец мой до конца постоянно здесь остался. Я люблю очень Абхазию, я здесь родился и вырос. И я очень рад, что здесь живу. Чтобы разделить радость победы, в Абхазию приехало множество гостей, среди них и представители Южной Осетии, которым особенно близка наша история. Ведь оба народа пережили похожие трагедии. С Южной Осетии
инвалиды войны. Мы непобедимы, Абхазия, Осетия, братский народ. Все поздравления и слова благодарности были адресованы сегодня ветеранам войны, тем, кто, не задумываясь, рисковал собой ради цели и свободы каждого из нас. Один из них – герой Абхазии Тимур Зантария, который в далеком 92-м вместе со своими товарищами захватил первый вражеский танк. Я был на 01-м танке, на самом первом танке, который ребята Бесик Джейли, Вианора Ашпа и так далее сумели у противника отбить. Вот, с 18 числа, 14 началась война, с 18 числа я в этом танке прошел и освобождение Гагры, там нас подбили и так далее. В общем, и обратно здесь позиционные бои. И танк наш до самой границы дошел. Вместе с мужчинами на фронт шли и женщины. Трудно поверить, что эти милые женщины более 20 лет назад, рискуя своей жизнью под пулями, вытаскивали с поля боя раненых бойцов. Не боялись, уже шли вперед, делали, что могли. И каждая из нас, пусть будет маленький вклад капельки, но из капли получается море. Вот и победа. Дай Бог, чтобы такого никогда больше не повторялось. Дай Бог, чтобы та завоеванная победа всем абхазским народам боготворилась, сохранялась. После возложения цветов у мемориала погибших воинов прошел праздничный военный парад. Перед зрителями стройными рядами прошли подразделения абхазской армии и российской военной базы, дислоцированной в Гудауте. Дорогие соотечественники, сегодня мы 22-й раз отмечаем наш славный и, главный, самый священный праздник – День независимости Республики Абхазия. Уже прошло немало времени с того момента, когда на государственной границе Абхазии по реке Ингур взвилось знамя нашей победы. Но по-прежнему наши сердца в этот день переполняют радость и гордость за то, что мы достигли главной мечты нашего народа. Несмотря на все жертвы и лишения, через которые прошел наш народ, мы счастливое поколение, потому что впервые за долгие годы имеем возможность строить собственное государство. День Победы в первую очередь ассоциируется с именем первого президента Владислава Ардзинба. После завершения парада руководство страны вместе с ветеранами посетили мемориал в Ишере, чтобы поклониться могиле главнокомандующего абхазской армии. Растет новое поколение, а значит, есть будущее, и не зря отданы тысячи жизней. Для молодых подвиг героев – пример мужества, отваги и любви к родине. Нала Мукпа, Тимур Кугохия, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. Город-герой Тхварчал празднует самый важный день в новейшей истории Абхазии – День Победы. 22 года назад тысячи жителей Абхазии в этот день плакали и смеялись, приветствовали героев и поминали павших. Этот день объединяет тех, кто в далеком 1993-м принес победу Абхазии, и тех, кто родился уже в свободной мирной стране. Рука об руку они идут по главной улице города-героя, пережившего ад, но выстоявшего. День Победы – это праздник, который наши отцы очень ждали. Очень ждали этот день, и они добились этого и принесли нам победу. Хотелось бы сказать им большое спасибо. Для меня День Победы – это очень важный день. Очень важно, что для нас принесли победу наши отцы, братья, дедушки. Мы очень ими гордимся, низкие погоны. Возложение цветов к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба – это традиция. Сюда приходят все, от мала до велика, чтобы почтить память первого главнокомандующего. Руководство района, депутаты парламента, члены правительства, общественность, жители Тхварчалского района почтили память тех, кто ценой своей жизни подарил нам этот мирный день.
Наш город пережил блокаду. Наш город пережил все тяготы войны. Но творчалцы не сломились. И я уверена, что Творчал возродится, потому что мы вместе. Я хочу поздравить моих дорогих творчалцев и весь народ Абхазии с нашим главным праздником, с Днем Победы. Кварчалцы всегда были в гуще всех событий, происходивших в республике. Все помнят мужество, проявленное ими не только в дни войны, но и во время неоднократных выступлений абхазского народа против политики грузинского государства. Сплотившись, город выстоял в неравной схватке с врагом. До начала боевых действий в городе проживали около 38 тысяч человек. Сегодня же Тхуарчал насчитывает немногим более 5 тысяч. Но жители не унывают, они верят в светлое будущее Абхазии и своего города. Для меня День Победы – это, наверное, все-таки память о моих самых близких друзей, которых я потерял. Это первое. И второе, что не просто так они голову сложили, все-таки мы увидели окончание войны и развитие нашей страны. И надеюсь, и впредь мы будем все лучше и лучше и для себя, и для своей страны что-то создавать, что-то творить во благо будущего нашего поколения. Песни военных лет, такие знакомые, дорогие сердцу. Именно их сегодня для ветеранов исполняли со сцены тхуарчалские школьники. Каждая строчка о победе, к которой так стремилась вся наша страна. Тхуарчал со своим колоритом, со своими устоями, ценностями и правилами жизни всегда был особо любим. Наверное, именно потому враг старался его покорить. Не вышло. Этот маленький горный городок стал символом мужества, стойкости и героизма. Я горжусь тем, что я живу в городе Тхуарчал. Мы не сломились, мы выстояли. Это мой город. С Днем Победы, Абхазия! Нисфа Аршба, Артур Каландия, Абхазское телевидение. 22 года прошло с тех пор, как люди услышали это долгожданное слово «Победа». Самый главный для абхазского народа праздник отметили сегодня и в Гагре. Этот день для каждого из нас наполнен воспоминаниями, печальными и радостными. Сегодня вспоминают тех, кто принес нам свободу ценой жизни, и поздравляют оставшихся в живых в этой кровавой войне. Сегодня мы встречаем 22 года, вот как вы видите, в городе Гагре. А 22 года назад мы встречали город Сухум. Мы сделали все возможное для победы нашей страны. Я сегодня от всей души поздравляю всех ветеранов, чтобы они всегда думали только хорошее. Мир на нашей планете и на нашей земле. Я хотела бы поздравить всех с Днем Победы. Я по национальности осетинка. Я была очень рада защитить абхазский народ. Еще раз всех с праздником. Почтить память погибших за свободу Апсны пришли ветераны войны, родственники погибших, представители руководства страны и района, различных служб и ведомств, общественность, школьники и гости города. Для ветеранов этот праздник особенный. Каждый раз в этот день в своих воспоминаниях они возвращаются к событиям 22-летней давности. Я совсем недавно вспоминала, как мы стремились к этой победе и как мы ее ждали. Когда вот эти вот первые дни. Да, и вот буквально вчера нас поздравляли, и я сопоставила эти дни. Мне хочется, чтобы наша Абхазия процветала. Чтобы дети, которые сегодня растут, ходят в школу, чтобы они были будущее нашей Абхазии, нашей молодой Абхазии, чтобы они были все не просто там умные, а именно справедливо относились друг к другу. Мы поздравляем с Днем Победы наш народ, свободолюбивый, независимый,
чтобы мирное небо было над головой, чтобы наши детишки гордились нашей свободной Апсны. Анзор Губаз радостную весть о завершении войны услышал в Бабушарах. Он и не сомневался, что победа будет за нами. И ваш оператор Ломия есть Роби. И мы, когда перед атакой наш Рома, он когда с камерой пришел, мы же прятались все от камер. И он пришел и говорит, ну что, я говорю, слышь, гагринцы пришли, все будет хорошо. Анчей, Чоп, Аббас, Азаилгаз, конечно, у нас большие потери, но мы абхазы, мы на своей земле. Нам некуда было бежать, некуда было уходить. И мы добились того, что сегодня мы имеем. Война – это всегда разрушение и жертвы. Но именно благодаря этому у нас сегодня свободная страна, налажена мирная жизнь. Глава администрации Гагарского района Беслан Барцис поздравил с праздником всех, кому дорога эта дата. Я хочу поздравить и жителей Гагарского района, и весь народ Абхазии с этой знаменательной датой. Это главная дата, я считаю, для каждого гражданина Абхазии, для каждого жителя Абхазии. Важнее даты в нашей истории новейшей не было. И дай Бог, чтобы никогда не было важнее этой даты, потому что эта дата нам очень дорого. Мы потеряли очень многое для того, чтобы обрести независимость. И сегодня те условия, которые созданы сегодня, благодаря памяти, благодаря тем ребятам, которые сложили свои головы за свободу и независимость, мы должны чтить память этих людей. На примере этих людей воспитывать будущее поколение. Еще раз хочу поздравить всех жителей Абхазии с этой замечательной датой, с Днем Победы и независимости. Выступая на митинге, вице-премьер Шамиль Адзенба отметил, что победу приближали общими усилиями. Только единство вселяло веру в народ, и он выстоял. Я хочу вспомнить 22 года назад, в тяжелые времена, когда малочисленный народ напал на государство, потенциалом 5 миллионов. И тем не менее, в единстве была наша сила, мы это одолели. И сегодня не духовная часть мирового процесса, и тем не менее, мы строили и будем строить наше государство. Мы не одни на этом свете, с нами наши братья Северного Кавказа, с нами наш великий союзник, Великая Россия. Я более чем уверен, что дружно, упорно мы добьемся своей цели. Мемориал усыпан цветами. Тысячи жителей Гагры пришли сюда, чтобы память жила. Сима Аргун, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. В столице царит праздничная атмосфера. Несмотря на ненастную погоду, народные гуляния идут с самого утра. Люди поздравляют друг друга. И мы поздравляем всех ветеранов. Спасибо за победу! У меня брат Кануков Нургалис Адулович погиб в первые дни войны. Он предоставлен ордену Леона, награжден орденом Леона посмертно, погиб в Гаграх на горе Мамзышха. Сегодня, конечно, радостный день, что вот за что погибли наши ребята, того они и достигли. Я очень счастлива, что Абхазия свободна, что в Абхазии мир, что Абхазия поднялась на ноги и начала процветать. И желаю всему народу абхазскому, чтобы эта молодежь смогла поднять эту страну на уровень очень высокий, чтобы всегда был мир, чтобы процветала Абхазия, чтобы вы радовались, вы, молодые ребята, радовались тому, что наши ребята сделали всегда, чтобы это никогда не повторилось на этой земле, чтобы никакой крови на этой земле не было, чтобы одна радость вас всегда посещала на этой красивой земле. Желаю вам добра, с праздником вас, дорогие.
Ну, так получилось, что в 2008 году мы приехали делегации с Ярославля. Значит, были ветераны, десантники, афганцы, чеченцы. И с нашей ассоциации тоже были представители, в том числе и я. И мы приехали сюда, и оказалось, что на второй день, как признали независимость Республики Абхазия. Так получилось, что наша делегация была первая официальная делегация после признания независимости республики. Чтобы не было войны, самое главное, потому что мы люди воевавшие, и народ Абхазии, испытавший на себе все тяготы и лишения, чтобы он мирно развивался, чтобы было дальнейшее какое-то видение будущего. Сегодня наша выставка посвящается войне. Здесь около 300 фотографий. Фотографии взяты из архива. В основном здесь представлены фотографии Каджая. Данной фотовыставкой мы хотим показать нашему народу самые основные события нашей войны. Мы хотим, чтобы это передавалось из поколения в поколение, чтобы наша молодежь приходила, смотрела. Огромное количество людей сегодня смотрели и плакали. Многие знакомые, многих вспоминаю просто сейчас те времена. И очень больно, знаете, вспоминать. Все это прошел, и многих потеряли. Очень больно вспоминать эти времена. Прошло 22 года, но это было как вчера. Всех, пользуясь моментом, хочу поздравить с Днем Победы, чтобы больше не было таких побед у нас, чтобы мы могли сохранить этот мир и нести достойно будущее поколение, чтобы всем было радостно и приятно жить на этой земле, на свободной земле Абхазии. Желаю всем мира, добра, и пусть Бог благословит эту землю и этот народ. Поздравления из космоса. Российский космонавт, герой России Сергей Волков, находящийся на Международной космической станции, поздравил при помощи спутниковой связи президента Абхазии и всех жителей республики с Днем Победы и независимости. Впервые с Днем Победы народ Абхазии поздравили с орбиты. Звонок с Международной космической станции раздался в кабинете у президента Абхазии 15 минут 5-го. Командир экипажа, летчик-космонавт Сергей Волков, сын легендарного советского космонавта Александра Волкова, пожелал народу Абхазии мира и процветания. Добрый день, Сергей Александрович. Сергей Александрович. Здравствуйте. Это вас Сергей Волков. Очень приятно. Поздравить с праздником Днем независимости. Очень важный праздник для всего народа Абхазии. Да и сегодня тем более все собрались. От души поздравляю. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. И я, в свою очередь, хотел бы пожелать вам всего доброго в полете. И после приземления приглашаю вас в Абхазию, в нашу независимую страну.
побывать у нас, отдохнуть у нас, набраться новых сил для новых полетов. Спасибо, с удовольствием приеду к вам, тем более я один раз был, давно, правда, и очень понравилось, поэтому, конечно, с удовольствием приеду. Спасибо и вашим друзьям самые наилучшие пожелания и счастливого полета вам. Связать Абхазию с МКС на несколько минут удалось благодаря Григорию Янко, заместителю гендиректора конструкторского бюро «Молния», который находится на отдыхе в Абхазии и является другом российского космонавта Сергея Волкова. Он мне позвонил, и он говорит о том, что он настолько завидует, что вот в этой земле я и прочее, и зная, что будет такой святой праздник Победы и независимости Абхазии, у нас вместе с ним родилась мысль о том, что нужно поздравить народ Абхазии и руководство, и президента с этим святым, светлым праздником. Провести сеанс связи с президентом Абхазии удалось с помощью спутниковой связи. Через спутник, через Центр управления «Правда» в Хьюстоне американском проходит связь на нашего оператора Билайна, телефон, который у меня. Григорий Янко пообещал на следующий год в этот же день организовать и видеосвязь космической станции с Абхазией. Елена Лолуа, Гарри Ариста, Абхазское телевидение. Шествие с флагом от парка Славы до реки Ингур началось в 10 часов утра. Организаторы акции – группа молодых людей, которые решили отдать дань памяти тем, кто 22 года назад принес свободу нашей стране. Праздничные мероприятия продолжились торжественным концертом в Государственной филармонии имени Раждена Гумба. На концерте присутствовал президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба, члены правительства и гости. Переполненный зал и неподдельные эмоции на лицах присутствующих. Этот праздничный концерт, безусловно, стал ярким событием в день главного праздника страны. На праздник приехали многочисленные гости из других стран и матери добровольцев. Вклад добровольцев в нашу победу неоценим. Особенно отрадно, что в этот день с ансамблем СИМ приехала и делегация из Южной Осетии. Я хочу передать большие поздравления от всего народа Южной Осетии. Пожелать процветания и, самое главное, мирного неба над головой. И я надеюсь, что мост, который лежит между нами, с каждым годом становится все короче и все шире. Со сцены звучали многочисленные поздравления. Выступающие рассказывали о бесстрашных воинах, которые защищали нашу родину. Как уже было сказано, здесь, в Абхазии, вместе с народом Абхазии, вся Россия. Это и те добровольцы, которые сражались 22 года назад за свободу и независимость Абсны, и просто друзья Абхазии, те, кто любят эту благословенную землю и ее народ. 22 года назад народ Абхазии одержал победу в кровопролитной, тяжелой войне. Со сцены филармонии также звучали песни военных лет. Люди аплодировали стоя, а особенный восторг у зрителей вызвало выступление осетинского ансамбля «СИМ». Сария Смыр, Саид Айба, Абхазское телевидение. Вечером на площади Свободы столицы прошло еще одно мероприятие – театрализованное представление с элементами реконструкции событий Отечественной войны народа Абхазии Аяйра Аторах. Впервые в театрализованной постановке были задействованы тяжелая военная техника и авиация. Мероприятие стало кульминацией празднования 22-й годовщины Победы. Завершил вечер концерт с участием звезд абхазской эстрады. 1 октября состоится рабочий визит президента Республики Татарстан Рустама Минниханова в Республику Абхазия. Рустам Минниханов встретится с президентом Республики Абхазия Раулем Хаджимба, руководством страны. В ходе переговоров планируется обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества между республиками. На этом информационный выпуск завершен. Еще раз с праздником вас, уважаемые телезрители. Я с вами прощаюсь. Наш эфир продолжается. Всего вам доброго.